Земля уже тщательно подготовлена, проведена культивация, и теперь техника приступила к ответственному процессу – закладке демонстрационных делянок. Сажают семена 5 сортов пшеницы – Агрофак 100, Век, Моне, Цаца, Эмма и 5 сортов ячменя – Мир, Титан, Дар Кубани, Сатурн и Кубок. Все они предварительно протравлены. Эти сорта ранее не высевались в нашей республике. Сорта, они совсем новые. И наша основная цель – это показать нашим сельхозтоваропроизводителям, что эти сорта могут, с использованием этих сортов мы можем значительно увеличить урожайность, среднюю урожайность нашей республики. Работу проводит Россельхозцентр по соглашению с Национальным центром зерна имени Лукьяненко. Этот опыт не просто тест. Его результаты покажут, насколько хорошо культура приживается в регионе, перед тем, как семена поступят в массовую продажу для местных сельхозпроизводителей. И чисто на посадке работа Россельхозцентра не заканчивается. После посева следующий этап – это наблюдение. Наши специалисты семеноводы и специалисты по защите растений будут периодически выезжать на участки, смотреть и вести фенологию развития этих культур. Подобные опыты проводятся в республике не первый год. Урожай зерновых в Ингушетии сильно зависит от погоды, что напрямую влияет на экономику агропредприятий. Задача Россельхозцентра – найти ту самую культуру, которая сможет стабильно давать богатый урожай в местных условиях. Пока же рекордная для региона цифра – это 40-45 центнеров с гектара. Для сравнения, в Краснодарском крае урожайность уверенно держится на отметке в 100-120 центнеров. Те сорта, которые мы заложили в прошлом году, они дали урожайность средней 65 центнеров. То есть были сорта, которые давали урожайность до 95 центнеров с гектара. То есть наши специалисты рассчитали демо-опыта, на этих опытах, какая там урожайность. По их характеристикам, которые дает нам институт, средняя урожайность там должна быть минимум до 70 центнеров с гектара. Если эти сорта действительно оправдают надежды и дадут урожайность в 75 центнеров, это будет означать, что производство зерна в Ингушетии может повыситься почти в 2 раза. Но окончательный вердикт, какой сорт станет новым лидером для республики, мы узнаем только в следующем году, когда эксперимент принесет свои первые плоды. Зелимхан Калоев, Адам Гулуев, Билал Ахильгов, Магаз 24.